Турецкая республика никогда не меняла отношения к гагаузской автономии. Они сохранены, более того, они очень переживают, сопереживают вместе с нами. Но это настолько дипломатичная страна, которая ввела на территории Молдовы и в частности в Гагаузе очень красивую дипломатию, то есть она никогда не участвовала в интригах, никогда не принимала открыто какую-то позицию там, или условия какие-то, что были жесткие поставлены. Она все это делала дипломатично, и мы имеем опыт и становления гагаузской автономии и принятия закона об особом правовом статусе Гагаузе в 1994 году. Да, турецкая сторона принимали активное участие, и они это делали очень красиво. И мы имели результаты с этих взаимодействий. И сегодня, конечно же, турецкая сторона обеспокоена, сопереживают, в то же время имеют очень много проектов, не реализованных за последние эти 3 года, потому что вы знаете, что любая страна хочет принимать участие активно или взаимодействовать там, где есть демократические нормы работают, там, где есть возможность для того, чтобы сотрудничать, где есть диалоговая площадка и так далее. То есть это страна, которая нам не только близка по духу, по родственному и так далее. Это страна на протяжении многих лет, которая оказывает содействие не только гагаузам, которые исторически имеют какую-то родственную связь, но и молдавскому народу. И примеров тому очень много. Поэтому я думаю, что Турция не отошла, она есть, и она будет с нами и с нашей страной. Организация «Международная ТИКа», которая представляет турецкую сторону в нашей стране, она очень активно и плодотворно сотрудничает. Мы видим проекты, мы видим договоренности, которые подписываются между населенными пунктами, к сожалению, не посредством или не через исполком. Они принимают наших примаров, они общаются с нашими депутатами. И вот последние примеры — это и Дезгинджа, и Вулканешты, и Капчак. То есть ничего не приостановлено, все движется, но могло бы быть обширнее взаимодействие, и могли бы быть проекты масштабнее и, наверное, еще больше.